Социального развития. И у нас в студии Ольга Валерьевна Балабкина, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые жители республики. Также в нашей программе принимают участие руководители исполнительных органов государственной власти республики, ответственные за блок социального развития. Из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, по рекомендациям Управления Роспотребнадзора, они работают сегодня в отдельном помещении. Итак, Елена Александровна Волкова, министр труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Лена Николаевна Афанасьева, министр здравоохранения Республики Саха-Якутия. Петр Витальевич Шамаев, министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики. Тамара Николаевна Кривошапкина, руководитель управления записи актов гражданского состояния при правительстве Республики Саха-Якутия. Афанасий Афанасьевич Неустроев, заместитель начальника Центрального аппарата по организационному обеспечению деятельности мировых судей Республики Саха-Якутия. Уважаемые жители республики, мы будем работать в прямом эфире в течение 1 часа 15 минут. Руководители социального блока готовы представить вам отчет за 2021 год, рассказать о проделанной работе, а ее очень много, что удалось претворить в жизнь и как это отразилось на качестве жизни всех якутян. Какие задачи не удалось выполнить в полной мере и почему это случилось. Суть социальной политики, проводимой в стране, обеспечение человеку от рождения до старости нормальных условий жизни и развития. По инициативе президента страны Владимира Владимировича Путина и правительства меры по социальной поддержке граждан усиливаются. В республике эту политику проводят глава республики и правительство республики. Это в полной мере ощущаем и каждый из нас. Надеемся, что во время эфира вы получите полную, детальную информацию о деятельности региональной власти в этом направлении. Мы ждем от вас отзыва на отчет, оценки работ и предложений. И у нас работает колл-центр, корреспондент Любовь Гоголева на прямой связи. Здравствуйте, Любовь. Доброе утро, участники эфира, коллеги. Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Колл-центр отчета правительства работает от начала эфира и до конца. Сегодня основная тема – социальное развитие в республике. Вопросы и предложения принимаем по номеру 320111, код города Якутска 4112. Наш многоканальный телефон имеет 4 линии, и каждый специалист принимает обращения от граждан на 2 языках – русском и якутском. Вопросы социального развития касаются каждого из нас, и мы надеемся на ваш отклик и обсуждение отчета. Наиболее актуальные вопросы будут озвучены в прямом эфире. Наши редакторы перезвонят вам. Будьте готовы озвучить волнующие вас вопросы. Дмитрий? Спасибо, Любовь. И напоминаем, что мы работаем в прямом эфире на телеканалах НВК Саха, Якутия 24 и радио ТТ. Итак, начинаем работу. Для начала давайте мы посмотрим видеосюжет об итогах года по курируемым отраслям зампреда правительства республики Ольги Балабкиной. Внимание на экран. В работе правительства Республики Саха-Якутия в 2021 году важнейшим приоритетом оставалась забота о здоровье и социальном благополучии якутян. За прошлый год в Якутии родилось 12 309 детей. Более 26 тысяч семей получили финансовую поддержку в связи с рождением детей. Дополнительные ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет направлены для более чем 49 тысяч детей. 56 семей, имеющие 5 и более несовершеннолетних детей, получили выплаты на приобретение или строительство жилья. В 2021 году было предусмотрено более 14 миллиардов рублей на поддержку семей с детьми. Более 5 тысячам малоимущих семей оказана помощь на основании социального контракта. 1300 семей получили адресную материальную помощь на газификацию жилых домов, подключение к центральному и электроотоплению. 4790 получателей охвачено социальными услугами на дому. 270 граждан пожилого возраста устроены в приемные семьи. Увеличилось число долгожителей, достигших возраста 100 лет. Почетный знак ЮСАС вручен 13 долгожителям.
Обеспечено достижение плановых соотношений средней заработной платы целевых категорий работников бюджетной сферы, определенных майскими указами президента России, до 100 и 200% в зависимости от категории работников. С начала 2021 года произведено повышение оплаты труда более 30 тысяч работников бюджетной сферы, не определенных майскими указами. Также обеспечена минимальная гарантия оплаты труда с учетом роста МРОТ на 5,5% в 2021 году. Итоги года подтверждают эффективность беспрецедентных мер поддержки населения, принятых президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Карту жителей Якутии получили почти 28 тысяч человек. В минувшем году введен спальный корпус на 150 мест Вилюйского специализированного дома в селе Сосновка. Открыта строительная площадка для начала строительства дома-интерната для престарелых инвалидов в селе Намцы. Продолжается строительство спального корпуса для стационарного социального обслуживания престарелых и инвалидов в Алекминске. Началась апробация первого в стране проекта социального воздействия в сфере социального обслуживания, сопровождаемое проживание лиц с ментальными расстройствами. Основной целью проекта является перевод инвалидов, получающих социальное обслуживание в стационарной форме, на постоянное сопровождаемое проживание в отдельных жилых помещениях с последующим их переходом на самостоятельное проживание с регулярным и периодическим сопровождением. В мероприятиях патриотической направленности приняли участие 244 тысячи жителей республики. Для бойцов студотрядов создано более 5000 рабочих мест на строительстве социальных, промышленных объектов и жилья. 142 путинных отряда отработали на рыбоперерабатывающих заводах в Приморье, Сахалине и Камчатке. Около 400 студентов-медиков пополнили ряды медицинских работников в инфекционных стационарах, поликлиниках и обсерваторах республики. Якутское региональное отделение «Волонтеры-медики» стало победителем всероссийского конкурса в номинации «Лучшее региональное отделение 2021». Для борьбы с лесными пожарами создан общественный добровольческий штаб Республики Саха-Якутия. На тушение мобилизовано 67 669 человек, 1268 из которых на добровольной основе. Жителям села Бяскёль оперативно была оказана помощь профессиональных психологов. Молодежь ОНФ приняла участие в восстановлении села Бяскёль. В рамках акции «Сохраним лес» добровольцами были посажены 2000 саженцев. Из фонда президентских грантов привлечено 42 миллиона рублей. На гранты главы Якутии выделено 103 миллиона рублей на поддержку 80 общественных проектов. Впервые проведен молодежный фестиваль «Мусустар». Общий охват аудитории составил 88 миллионов человек из 22 стран. 33 молодежных проекта получили финансовую поддержку на сумму около 4 миллионов рублей. В 2021 году продолжилась борьба с новой коронавирусной инфекцией. За год зарегистрировали 76 153 случая заболевания ковидом. Из них порядка 14 тысяч имели осложнения в виде ковидной пневмонии. Пандемия коронавируса ускорила цифровизацию здравоохранения. Внедрены электронные сервисы «Медсеть» и «Облачная поликлиника». 65% записей к врачу были произведены через интернет, терминалы самообслуживания и по телефону. Более чем в 2 раза увеличилось количество телемедицинских консультаций по сравнению с 2020 годом. Обеспечен доступ к сети интернет 190 ФАПов и фельдшерских пунктов. С 14 до 19 увеличено количество лабораторий, проводящих исследования на ковид методом ПЦР. При нормативе 1455 тестов в сутки достигнуто среднесуточное количество 10 703 теста. Для обеспечения лекарствами больных ковидом было выделено 899 миллионов рублей. Для оказания медпомощи в амбулаторных условиях направлено 204 миллиона рублей. Продолжено обеспечение медицинских организаций оборудованием. Приобрели 136 единиц оборудования, в том числе аппараты ИВЛ, кардиомониторы, рентгенаппараты, кислородные концентраторы и станции, компьютерные томографы и другое. На сегодняшний день в республике функционирует 535 аппаратов искусственной вентиляции легких. Медицинским и иным работникам, оказывающим медпомощь по диагностике и лечению COVID-19, производились федеральные специальные социальные выплаты. На начало 2022 года первую вакцину от коронавируса получило 73,7% взрослого населения. По инициативе главы Якутии Айсена Николаева в рамках проведения Года здоровья заложены основные для коренных преобразований в системе здравоохранения и в обществе для сохранения и приумножения здоровья якутян, которые будут реализованы под эгидой десятилетия здоровья. Продолжается строительство кардиологического и онкологического центров, сводом которого будут доступны лучшие технологии ранней диагностики и высокотехнологичного лечения.
На базе Республиканской клинической больницы номер 3 создан Центр предиктивной медицины и биоинформатики. Запущены проекты «Генетический скрининг и паспорт наследственных заболеваний», «Школа здорового питания», скрининг наиболее распространенных онкозаболеваний. 39 медицинских организаций участвуют в создании новой модели организации оказания медицинской помощи на основе бережливых технологий. Приоритетом в первичном звене здравоохранения определены профилактические мероприятия. Разработана типовая корпоративная программа сохранения и укрепления здоровья работников на рабочих местах. Проведен конкурс «Лучшие корпоративные программы». Внедрен механизм господдержки образовательных физкультурно-оздоровительных инициатив «Вектор здоровья». Проведен республиканский марафон «Калейдоскоп здоровья» среди семей с детьми. На площадке телеканала «Якутия-24» провели 11 ток-шоу «Мой доктор». В рамках реализации нацпроекта здравоохранения приобрели 14 передвижных мобильных комплексов для оказания медпомощи жителям самых труднодоступных населенных пунктов. В Нерюнгри создали вертолетную площадку с использованием санитарной авиации. Для первичных сосудистых отделений Ленска и села Майя Мегино-Кангаласского района закупили 12 единиц оборудования. Открыли центр амбулаторной онкопомощи в селе Амга и Верхневилюйск. Для республиканского онкодиспансера закуплено и установлено медицинское оборудование, в том числе современный и высокоточный 28-срезовый компьютерный томограф. В рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения в Якутии начато строительство 5 центральных больниц – в Тате, Чурапче, Вилюйске, Усть-Мае и Моме. Введены 10 объектов здравоохранения, завершен капитальный ремонт 10 поликлиник и 3 ЦРБ. Из средств программы приобрели 80 единиц автотранспорта различного назначения, 179 единиц медицинского оборудования, в том числе 6 компьютерных томографов для ЦРБ. В рамках проекта «Онкопоиск» на базе 19 медицинских организаций открыты кабинеты онкоскрининга. Осмотрами мобильной онкобригады «Онкодесант» охвачено население 19 районов. Обязательства по льготному лекарственному обеспечению граждан выполнены в полном объеме. Все пациенты высокого риска в течение года были обеспечены бесплатными лекарствами для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений. По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» привлекли на работу 83 врача, из них в арктическую зону 28. Особое внимание уделено развитию паллиативной помощи. Расширено количество коек сестринского ухода. На базе 2 медицинских организаций организована выездная патронажная служба. Среди ярких примеров оказания высокотехнологичной медицинской помощи – первая операция ребенку с врожденной аномалией развития наружного слухового прохода. Внедрение эндоваскулярной реваскуляризации магистральных артерий нижних конечностей. Трансплантация роговицы под фемтолазерным сопровождением и операции детям с врожденной катарактой. По итогам 2021 года республика, как и прежде, занимает лидирующие позиции по рождаемости и естественному приросту населения среди всех регионов страны. Спасибо моим коллегам, нашим коллегам, более чем детальный отчет о проделанной работе. Мы всегда говорили при встрече с вами, что проводимая в стране социальная политика, она всегда ставилась во главу угла. Да? И мне кажется, что пандемийные годы, они усилили значение социальной политики. Можно ли назвать прошедший год беспрецедентным по комплексу мер поддержки граждан? И что именно с 2021 года начала внедряться новая социальная политика, направленная на поддержку человека еще до рождения, с момента постановки на учет беременной женщины и до преклонного возраста. Можно ли говорить о первых итогах такого подхода? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Безусловно, мы сегодня говорим об определенных успехах, акценты которые вы, Дмитрий, расставили. В центре работы социального блока правительства всегда находится человек. Действительно, сегодня мы уже работаем не только с человеком от рождения, но и с человеком, который в будущем когда-то родится у мамочки. И, безусловно, в дальнейшем вот эти все категории наших граждан, они есть те, которым социальная поддержка не нужна. Да? А есть категории, которые находятся в зоне нашего повышенного внимания. Это отдельные категории граждан. И пенсионеры, и многодетные семьи, дети-сироты, ветераны, люди в тяжелой жизненной в положении, в ситуации. Да? Необходимо обратить внимание на то, что вот именно крен нашей социальной политики в течение 2020 и 2021 года особенно, он касался именно всех. Поэтому совершенно полностью с вами в этом отношении согласна. Главными итогами работы социального блока в 2021 году это, конечно же, основные показатели демографической ситуации.
Мы к ним не пришли просто так, мы к ним пришли путем поиска новых способов и мер непосредственно демографической политики граждан наших. И поэтому сегодня, несмотря на объективные сложности прошлого года, нам удалось сохранить лидирующие позиции по основным демографическим показателям. По оперативным данным Сахастата за 12 месяцев 2021 года родилось 12 039 новых якутян. И коэффициент естественного прироста населения составил 1,7. Необходимо обратить внимание на то, что вот эти достижения – это достижения целого блока людей, не только правительства, но и сегодня социальный блок он представлен большим количеством профессионалов, которые работают во всех сферах. От учреждений социальных, заканчивая нашими учреждениями здравоохранения, от учреждений ЗАГСа до волонтеров, которые помогали нам в этом году добровольно. Поэтому, прежде всего, в начале отчета правительства я хочу поблагодарить и составы министерств, которые работали в течение года под руководством Елены Афраимовны Борисовой и сейчас Елены Николаевны Афанасьевой, Степана Анатольевича Саргыдаева и сейчас Петра Шамаева. Соответственно, составы министерств и курируемые их отрасли под руководством Елены Александровны Волковой и ЗАГС и мировые судьи под руководством Тамары Николаевны и Сергея Трофимова. Это те люди, которые вместе со своими курируемыми министерствами, гражданами делали социальную политику в течение года. Необходимо обратить внимание, что для нас главным являлось, особенно в этом году, и эта задача была поставлена сразу, это удовлетворенность людей качеством оказываемых государственных услуг. В прошлом году в целом в республике мы перешли и начали масштабную работу по трансформации социальной сферы. Она получила такое название, как «Национальная социальная инициатива». Ее цель прежде всего убрать чиновничьи барьеры при оказании граждан услуг в социальной сфере и повысить качество отраслей. Это было главным в течение 2021 года. За прошедший год мы выявили 14 проблемных точек, которыми мы решили заняться в первую очередь. Эта работа была проведена на основе опроса граждан совместно с агентством социальных инициатив по продвижению новых инноваций. И при выборе выявленной жизненной ситуации, требующего дополнительного внимания, разрабатывались конкретные планы действий. В этом вопросе нашим партнером является государственная корпорация «Росатом». И нужно сказать, что уже по итогам рейтинга IC по ряду показателей, по таким как информированность населения о социальных услугах, а это очень важно, оценка сложности в признании нуждаемости в получении социальных услуг, среднее время ожидания приема у профильного медицинского специалиста, среднее время ожидания госпитализации в стационар. Медицинская помощь по сопровождению беременности и родам занимает республика лидирующая позиция среди многих регионов. И нам действительно мы уверены в том, что и дальше мы продолжим работу в этом же направлении. Я уверена, что большинство граждан республики почувствовали трансформацию в социальной сфере и в другом вопросе. Так, сегодня у нас уже 97% массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг переведены в электронный формат. 62% жителей республики имеют подтвержденную учетную запись на портале государственных и муниципальных услуг. А это им дает возможность пользоваться социальными услугами быстрее, без лишнего сбора документов и, соответственно, получать ее вовремя и в срок. По сравнению с прошлым годом на 39% выросло число заявлений, поданных гражданами через этот портал. Упрощенный порядок получения льгот без предъявления документов предоставляет также внедренная в прошлом году карта жителя республики «Моя Якутия». В ней содержатся полные сведения о гражданине, его льготные категории или отсутствие этого статуса. Возможности этих карт будут и в дальнейшем расширяться. Перед нами к 2030 году поставлена задача перевести все виды помощи, федеральные, региональные и муниципальные, на единый проактивный стандарт, без заявлений и денежной волокиты. Для нас это один из приоритетов, потому что это повышает удовлетворенность и качество оказываемых нами услуг. С целью повышения удовлетворенности граждан мы также активно начали развивать технологии бережливого производства и управления. Принимаем участие в реализации проекта «Эффективный регион».
Говоря о социальной сфере, необходимо обратить внимание на то, что это одна из сфер, которая имеет очень много заложенных веками, может быть, да, годами, сложных механизмов. И они очень часто действительно мешают прохождению человека к той помощи, которая ему предоставлена. Поэтому это наша главная задача, это каждый гражданин и как можно быстрее оказать социальную помощь. Среди наиболее уязвимых категорий населения, которым уделялось внимание в этом году, это люди, которые нуждаются в паллиативной помощи. В прошлом году мы расширили непосредственно нашу паллиативную помощь, которая существует в республике. Мы начали работу по развитию этого вида ухода, который теперь в себе сочетает не только медицинский паллиативный уход, но и психологическую и социальную помощь путем как увеличения коек сестринского ухода, выездных патронажных служб и обучения близких родственников навыкам ухода за тяжелобольными. Мы успешно завершили год и по двум курируемых нашей сферой национальным проектам «Демография и здравоохранение». Для граждан наиболее значимыми результатами являются построенные объекты, а их немало. Вот сейчас и в эфире, и в ролике это было, и, наверное, граждане каждый чувствует увидеть. В целом за год 10 объектов здравоохранения. Это и офисы врача общей практики, это и модульные фельдшерско-акушерские пункты, это врачебные амбулатории, это кабинеты компьютерной томографии, это 9 детских садов, спальный корпус Вилюйского специализированного дома социального обслуживания. Мы назвали этот дом Вилюйский дом милосердия, потому что он для нас являлся, во-первых, новым проектом по оказанию помощи немного иного характера. Переобучили мы там не только тех, кто будет оказывать помощь, но и поработали также с родственниками. Я каждый раз при отчете правительства второй год надеюсь на то, что мне не придется говорить о ковиде, как о том вирусном заболевании, который сегодня, конечно же, для нас является одной из задач, с которой справлялись все вместе. И, конечно, мы следили вы все вместе следили за санитарно-эпидемиологической ситуацией. Многих она коснулась лично. Поэтому здесь не буду повторять сводку, а отмечу следующее. Конечно, пандемия в значительной мере повлияла и на отношение людей к собственному здоровью. Государство было к этому готово. В республике в рамках Года здоровья были запущены проекты по модели правильного питания, по образу жизни, по психологическому здоровью. Мы впервые в стране именно на субъектовом уровне приняли комплексную программу психологического здоровья граждан, потому что психологическое выгорание как работников, работающих в социальной сфере, так и в целом психологическое самочувствие граждан должно являться одним из приоритетов в целях его поддержания. Ну и кроме того, конечно же, эта работа по Году здоровья, она не завершится с окончанием Года здоровья, а будет продолжаться и в последующие 10 лет. Ну и, конечно же, сложившаяся ситуация потребовала от нас принятия мер по актуализации и трансформации системы здравоохранения, а также и социальной сферы. После кардио- и онкодиспансеров следующим приоритетом и крупным объектом станет Республиканская инфекционная клиническая больница на 245 коек в городе Якутске. Есть планы и по развитию других специализированных служб. Ковид не отодвинул оказание медицинской помощи куда-то в сторону, а помощь оказывается в полном объеме, но разными способами, которые мы вынуждены применять в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений. Ну а сейчас, конечно, слово моим коллегам, каждый из которых за год сделал достаточно много. Да, давайте перейдем к вопросам, которые адресованы руководителям социального блока. Первое обращение в адрес Елены Александровны Волковой, министра труда и социального развития. В рамках изменений социальной сферы какие наиболее значимые новшества появились в работе Министерства труда и социального развития, которые ориентированы на повышение качества жизни людей? И, может быть, они и дали уже какие-нибудь конкретные результаты? Доброе утро.
Сейчас очень многое было сказано об основных итогах в сфере развития социальной сферы. И если говорить именно о новациях, то я бы хотела остановиться на 3 основных направлениях. Первое, это, конечно, как уже Ольга Валерьевна сказала, это вопросы качественного и доступного предоставления социальных государственных услуг. Это вопросы цифровизации. Мы очень большое внимание уделяем именно налаживанию таких процессов, чтобы человеку было удобно получить государственную услугу, чтобы это было быстро и комфортно. И вот последние 2 года, и, конечно, и пандемия нас подтолкнула к этому, значит, мы достаточно быстрыми темпами переходим на услуги, так называемые полностью цифровые услуги. Что это означает? Вообще у нас 71 государственная услуга предоставляется нашими управлениями социальной защиты. Они, безусловно, все сегодня находятся в электронном виде. То есть каждая государственная услуга, человек может подать электронное заявление на государственный портал. Но цифровая услуга, она предусматривает, во-первых, проактивный режим предоставления, то есть это беззаявительный способ, а также тот способ, когда человеку не нужно собирать достаточно большой пакет документов. Управление социальной защиты это делает самостоятельно. В прошлом году, значит, мы уже перевели на такой способ предоставления услуги 17 государственных услуг. Ну и вот буквально как пример, сегодня мы предоставляем региональную социальную доплату к пенсии. А вы знаете, что если совокупные доходы пенсионеров ниже прожиточного минимума, тогда назначается соответствующая социальная доплата. Если раньше нужно было пожилому человеку обратиться с заявлением, то сегодня уже это не нужно делать. Органы социальной защиты на основании данных пенсионного фонда это делают самостоятельно, то есть в проактивном режиме. Таких получателей у нас более 35 тысяч человек по республике. То же самое можно сказать о дополнительных социальных выплатах к пенсии при наступлении соответствующего возраста. Например, 70 лет человеку наступает, и, соответственно, в проактивном режиме ему назначается дополнительная социальная выплата. И вот буквально из новых, внедренных буквально недавно мер поддержки во исполнение поручения главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева был внедрен целевой капитал «Дети столетия», который получит каждая семья, в которой родится в этом году ребенок в честь юбилея нашей республики, в год матери республики. Также будет произведена эта выплата, ее назначение в проактивном режиме. То есть не следует сегодня обращаться дополнительно в управление социальной защиты. Это мы сделаем самостоятельно, совместно с органами ЗАГС. Сегодня вся процедура отработана, и на базе сведений, которые поступают к нам автоматически, соответственно, происходит это назначение. Я хочу бы ответить, как второе направление, это, конечно, внедрение, расширение технологий и социальных услуг, которые сегодня необходимы и актуальны нашим жителям. И, конечно, первая технология, на которую стоит еще раз обратить внимание, это сопровождаемое проживание для людей с инвалидностью, в частности, с ментальными заболеваниями. Такой проект впервые с использованием механизмов социального воздействия при поддержке корпорации ВЭБ был внедрен в 2021 году. И уже 30 наших получателей социальных услуг, в том числе 12 из них, значит, из стационаров, ранее проживающие в стационарах, сегодня попали в этот проект. И, в общем-то, мы планируем развивать данную технологию с тем, чтобы люди могли получать социальное сопровождение, максимально выходить на самостоятельный уровень своей самообеспеченности. И планируем, конечно, тиражировать и в последующем данную технологию. Это, конечно, и система долговременного ухода, в рамках которой уже мы начали и будем продолжать развивать систему поддержки родственного ухода за людьми маломобильными, которые сегодня находятся, значит, дома
Соответственно, это различные стационарозамещающие технологии, как приемные семьи для граждан пожилого возраста и для инвалидности, и для граждан с инвалидностью. Если раньше мы могли создавать приемные семьи только для пожилых людей, которые требуют особой заботы государства, стационарного, постоянного ухода, то сейчас эта возможность появилась и для людей с инвалидностью, для тех, кто требует постоянного постороннего ухода. Ну и, конечно, следует отметить направление – это предоставление услуг на основе социальных сертификатов. В прошлом году была проведена достаточно серьезная большая работа по созданию нормативно-правовой базы. И сегодня, уже в этом году, мы приступаем к практической реализации, когда определенная часть социальных услуг будет переведена на социальные сертификаты. То есть это когда человек самостоятельно сможет выбирать поставщика социальной услуги, что, конечно, должно отразиться и на качестве, и на конкурентоспособности таких услуг. Эти проекты все сегодня проходят в пилотном режиме и, соответственно, будут развиваться. Ну и третье направление, на котором я бы хотела остановиться, это, конечно, меры поддержки многодетным семьям, семьям с детьми. Ежегодно как состав этих мер, так и объем этих средств, направляемых на поддержку семей с детьми, он увеличивается. Достаточно подробно было об этом сказано выше. Буквально остановлюсь на том, что в прошлом году мы ввели трехступенчатую систему поддержки семей с детьми от 3 до 7 лет включительно. Размер помощи увеличен, значит, от 50% до 100% от величины прожиточного минимума в зависимости от степени нуждаемости каждой конкретной семьи. На региональном уровне введена дополнительная региональная льгота по налогам на транспорт для многодетных семей. И, конечно, вот эта работа по совершенствованию мер социальной и демографической поддержки, она продолжается. Спасибо, Елена Александровна, за более чем детальное освещение работы и, в первую очередь, деятельности Министерства труда и социального развития. Следующий вопрос у нас в адрес министра здравоохранения республики. Глава республики Айсен Николаев объявил прошлый 2021 год годом здоровья. Перед правительством республики были поставлены задачи по улучшению работы первичного звена здравоохранения, самого близкого к людям на местах, и по нацпроекту здравоохранения. Для решения всего комплекса задач в интересах здоровья якутян был разработан проект стратегического указа главы республики в сфере здравоохранения на период до 2025 года. Каковы итоги такой комплексной работы? Лена Николаевна. Добрый день, уважаемые жители республики. Действительно, 2021 год был знаковым для нашей республики и для здравоохранения республики конкретно, поскольку именно вот в рамках стратегического указа главы республики по стратегическому развитию, укреплению общественного здоровья и развитию здравоохранения, системы здравоохранения республики, был дан старт десятилетию здоровья. И мы видим, что именно обозначен межотраслевой подход к укреплению здоровья каждого якутянина. Несмотря на то, что 2021 год все еще оставался пандемийным, очень много сил было брошено медицины на борьбу с ковидом, тем не менее задачи, которые стояли перед здравоохранением республики, они были успешно выполнены. Были реализованы национальные проекты здравоохранения и демографии. И хочу сказать, что впервые в прошлом году по всей России и в нашей республике была как раз та программа, название которой, собственно, и есть вся цель. Это программа модернизации первичного звена здравоохранения. В рамках данной программы было сделано многое, и при этом сделано было для многих районов республики, для центральных районных больниц. И все это направлено для того, чтобы улучшить доступность и качество медицинской помощи не только в городе Якутске, в промышленных городах, да, но и в отдаленных районах республики. Мы видели ролик, в котором было показано
то, что сделано. На самом деле, действительно, никогда такого не было, чтобы прямо одномоментно был дан старт строительства 5 больничных комплексов в районах республики. Очень много было проведено капитальных ремонтов. И также были введены в строй 10 объектов здравоохранения. Это фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, офисы врачей общей практики. Ну и, конечно же, то, что касается оборудования, парк медицинской техники пополнился значительно. В центральных районных больницах доставлено 179 единиц оборудования, в том числе компьютерные томографы, а их было в прошлом году закуплено и введено в строй 6 очень таких серьезных аппаратов. И то, что касается автомобильного транспорта, той же программы модернизации здравоохранения, то парк автомобильной техники районов пополнился, 80 автомобилей санитарного транспорта было закуплено. И также в 2021 году были закуплены впервые передвижные медицинские мобильные комплексы на КАМАЗах, на больших машинах. И вы видели, что в прошлом году, где-то в конце года, многие главные врачи получили эти КАМАЗы и уже начали работать. И эти мобильные комплексы направлены для того, чтобы оказывать доступную помощь для жителей отдаленных, малонаселенных пунктов. Это проведение диспансеризации, углубленного медицинского обследования населения. Хочется сказать, что также в рамках данной программы было проведение обучения специалистов. И, конечно же, мы в прошлом году очень серьезно работали над реализацией тех региональных проектов, которые начаты еще в 2019 году. Это борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Было закуплено 12 единиц оборудования для первичных сосудистых отделений в Ленском районе, в Мегино-Кангаласском районе. Вообще то, что касается кардиослужбы республики, можно говорить много, потому что все-таки очень много было достижений. И одно то, что строительство уже скоро заканчивается в этом году, и в этом году уже будут пациенты получать лечение по направлению кардио в новом кардиососудистом центре. Мы можем говорить четко, что этот центр будет один из лучших на Дальнем Востоке. Он оснащен очень передовой техникой, и при этом специалисты для данного центра все это время готовились и готовятся по сей день. Хочется сказать, что Национальный центр медицины всегда был флагманом, и вообще республика очень сильна в медицинской генетике. Но вот то, что касается первичного звена, наверное, впервые у нас открылся, но это первый центр на Дальнем Востоке, центр кардиогенетики на базе поликлиники номер 1. Это очень серьезный центр. Обследование проходят люди, у которых могут быть какие-то моменты со стороны кардиопатологии. Хочется сказать еще о том, что все-таки по онкологии, по реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», здесь, конечно, тоже сделано очень много. Вы все знаете, что строится большой, современный онкоклинический центр, но, тем не менее, еще есть моменты, которые связаны и с оснащением уже онкологического диспансера. И закуплено очень серьезное оборудование. 128-срезовый компьютерный томограф, который, собственно, идет для диагностики онкологической патологии. Далее, то, что касается данной программы, здесь, конечно, по направлению скрининга онкологической патологии у нас есть очень такая уникальная платформа, которая уже взята на тираж в других регионах, называется онкопоиск-саха.рф. В данной программе могут пройти обследования жители нашей республики, и при этом уже на данной платформе зарегистрировано около 15 тысяч человек, 2500 прошли обследование, и выявлено 110 человек с онкологической патологией, при этом на ранних стадиях. Ну и, конечно же, выявлены лица, у которых предраковые заболевания, это 170 человек. В рамках данной программы очень много делается для
жителей республики. И онкологический диспансер проводит очень серьезную выездную работу. Сформирована многопрофильная, мультидисциплинарная, бригада, которая выезжает в районы республики. И за прошлый год, несмотря на ограничения, тем не менее был выезд в 12 районов республики, в том числе 5 районов арктических. В нашей республике всегда обращалось очень большое внимание подготовке кадров. И, конечно, в рамках земского доктора были подготовлены специалисты, и эти специалисты направлены в арктическое здравоохранение. Можно говорить очень много, и если поступят вопросы, я, наверное, на все вопросы отвечу. Спасибо большое. Спасибо, Лена Николаевна. Более чем детальный, подробный отчет со стороны руководителя соответствующего министерства, который является ключевым проводимой социальной политики. Поэтому понятно, и интерес к этой информации у нашего населения, у якутян, всегда будет повышенный. И следующий вопрос в адрес министра по делам молодежи и социальным коммуникациям республики. Прошлый год был отмечен крупными нововведениями в работе, проводимой с молодежью, в том числе принятие федерального закона о молодежной политике. Как эти изменения отразились непосредственно на работе министерства и ощутили ли эти изменения молодые люди республики? Петр Витальевич. Доброе утро всем. Конечно же, принятие отдельного федерального закона для нас повлияло очень серьезно. Благодаря этому закону наше министерство стало отдельной отраслью на территории Российской Федерации. Этот закон позволяет унифицировать и дает определение, что такое молодежь, что такое молодежная организация, что такое молодая семья, чтобы в регионах Российской Федерации у нас интерпретации отдельных не было. Тем более, оно дает дополнительные возможности для развития нашей молодежи активной и дает им определенные блага в сфере получения грантов и конкретно дает возрастной промежуток, например, от 14 до 35 лет. Это, конечно же, повлияет на унифицирование наших документов на местах, потому что в некоторых районах у нас идет отдельная интерпретация, по некоторым молодежным программам у нас просят документы, которые отличаются друг от друга. Надеемся, что это даст возможность унифицировать и упрощение всех этих программ. Думаем, что в последующем, благодаря принятию этого федерального закона на территории Российской Федерации, у нас поддержка молодежи и молодежных программ станет все больше и больше. Как было сказано, показано на видеоролике предыдущем, да, тут очень подробно все рассказали о работе министерства. Я бы хотел добавить то, что с принятием местного республиканского закона молодежи в соответствии с федеральным законом в ближайшее время молодежь ощутит все улучшения, которые у нас внедряются на территории республики. Спасибо. Спасибо, Петр Витальевич. И следующее обращение в адрес руководителя управления записи актов гражданского состояния при правительстве республики. Тамара Николаевна, отделы ЗАГС, несмотря на ограничения из-за распространения коронавируса, ни на один день не прекращали свою работу. Специфика работы не позволяет им работать в удаленном режиме. Мы знаем, что по указаниям главы республики они работали над 2 проектами, которые были призваны ускорить время предоставления услуг ЗАГС. Стали ли они доступными для населения? Тамара Николаевна. Добрый день. Да, действительно, органы ЗАГС – одна из организаций, которые не прекращали прием граждан во время коронавирусной инфекции. По итогам 2021 года в республике всего было зарегистрировано 37 816 актов гражданского состояния и совершено более 100 тысяч юридически значимых действий. Ну что входит в юридически значимых действиях? Это значит выдача повторных документов, справок, внесение изменений и исправлений в записи актов гражданского состояния и ответы на многочисленные запросы правоохранительных органов, граждан и организаций.
Таким образом, основные целевые значения, утвержденные Министерством юстиции Российской Федерации, перевыполнены. Хочется отметить, что последние годы проведена огромная масштабная работа по оцифровке, конвертации и выгрузке всех записей актов гражданского состояния в единый государственный реестр, так называемый ЕГР-ЗАГС. А это более 3 миллионов записей, начиная с 1926 года. Теперь заявители, которым нужна услуга ЗАГС, могут обратиться в любой орган ЗАГС Российской Федерации. В прошлом году также работники провели проект в рамках проекта «Эффективный регион». Значит, мы работали над проектом по оптимизации выдачи повторных свидетельств специализированным отделом управления ЗАГС, значит, где сейчас жители Якутска, города Якутска, могут с заявлением обратиться, если их актовая запись составлена не в городе Якутске, а в другом районе или в регионе, то непосредственно могут получить в день обращения в архив управления ЗАГС. Тем самым мы разгрузили работу наших районных отделов ЗАГС, также сокращены, но ряд видов, например, почтовые расходы сокращены намного. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что мы одни из первых начали выдачу повторных документов в Российской Федерации в режиме по принципу экстерриториальности. Это значит по месту обращения, а не по месту составления записи акта гражданского состояния. Граждане очень удивляются и радуются, если мы говорим им, что не надо никуда отправлять запросы и не надо ждать неделями поступления нужного им документа. Это тоже отмечали наши коллеги из районов во время отчета. Наши сотрудники всегда проводят различные мероприятия по укреплению семейных ценностей, семейных отношений. Так, в прошлом году всего у нас зарегистрировано 4460 браков. Это на 1100 больше, чем в 2020 году. И мы не оставили без внимания нашего старшего поколения. Если вот они жили более 50 лет, то мы отмечали их, чествовали их в режиме онлайн с вручением приветственного адреса от главы Республики Саха-Якутия и знака «Семейная доблесть» управления ЗАГС. Таких приветственных адресов вручено более 300 долгожителям семьям. В прошлом году также мы совместно с Министерством соцзащиты, Министерством труда подготовили 7-й выпуск книги «Золотые семьи Якутии». На днях мы должны уже получить готовую книгу. Героями этой книги стали супруги, которые прожили 50 и более лет, но их совместная жизнь, история семьи, любви, воспитания детей вызывает только восхищение и желает стать нам лучше и добрее. Спасибо. Спасибо, Тамара Николаевна. Спасибо большое. В адрес Афанасия Афанасьевича Неустроева, заместителя начальника Центрального аппарата по организационному обеспечению деятельности мировых судей республики. Удалось ли обеспечить непрерывную работу судебных участков, оперативную и качественную судебную защиту граждан и организаций? Какие основные итоги года? Спасибо. Доброе утро. Безусловно, работать в режиме ограничений всегда сложно, но с учетом специфики своей деятельности, а именно необходимости рассмотрения судебных дел в установленные процессуальные сроки, судебные участки мировых судей осуществляли свою деятельность на постоянной основе. Где достаточно сказать, что в прошлом году мировыми судьями республики рассмотрено более 240 тысяч судебных дел. Это значит, что на один судебный участок, а их у нас 63 по республике, приходится около 4000 дел в год.
Во все сферы жизнедеятельности в последние годы активно внедряются цифровые технологии. И судебная система не исключение. В 2020 году в государственную программу Российской Федерации «Информационное общество» были включены мероприятия по цифровизации мировых судей Российской Федерации. Эти мероприятия рассчитаны на 3 года. В прошлом году реализован первый этап. Это возможность подачи гражданами процессуальных документов мировым судьям в электронном виде, в режиме онлайн. Эта работа начата в этом году. За неполный месяц уже подано более 100 таких документов. Еще один этап, который начат в прошлом году, это организация электронного взаимодействия судебных участков и службы судебных приставов. Реализация данного этапа позволит судебным участкам и службе судебных приставов обмениваться исполнительными документами, что позволит, в свою очередь, оперативно исполнять решения суда. В текущем году будет начат следующий этап. Это организация судебных заседаний в режиме веб-конференции. Что это значит? При реализации данного этапа граждане смогут участвовать в судебных заседаниях, не приходя физически в здание суда, посредством портала госуслуг с использованием единой биометрической системы. Важность информатизации судов буквально на днях на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации отметил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Уверен, что реализация данных проектов позволит гражданам активно участвовать в судебных заседаниях, не только физически, но и онлайн. И это улучшит качество их жизни. Спасибо. Спасибо, Афанасий Афанасьевич. Спасибо всем руководителям социального блока республики, которые более чем детально, очень подробно осветили работу своих министерств, ведомств. Спасибо их коллегам, которые по линии ВКС были на связи. И мы переходим к вопросам. Мы переходим к обсуждению представленного отчета. На прямой связи наш корреспондент в колл-центре Любовь Гоголева. Какие вопросы поступили, Люба? Как оценивают якутяне работу социального блока правительства республики? Какие есть предложения? Пожалуйста. Если рассказать о предложениях и оценках, граждане активно принимают участие в отчете правительства. Больше всего их интересуют вопросы здравоохранения. И многие передают слова благодарности врачам, медицинским работникам за добросовестный труд в этот сложный период. Также поступают вопросы о мерах социальной поддержки многодетных семей, инвалидов, о трудоустройстве и зарплатах. В целом граждане положительно оценивают работу правительства республики. А у нас есть первый вопрос. Дмитрий? Да, мы готовы принять звонок в студию. Говорите, вы в эфире. Добрый день, уважаемая Ольга Валерьевна, участники отчета правительства Республики Саха-Якутия. Екатерина Наговицына, Верхоянский район. В первую очередь от имени жителей Верхоянского района разрешите выразить благодарность правительству Республики Саха-Якутия, компании «Алроса», Министерству здравоохранения за строительство и ввод в нашем Верхоянском районе нового здания Центральной районной больницы. Верхоянский район является одним из самых крупных северных арктических труднодоступных районов со сложной транспортной схемой. Сегодня мы услышали, что Республика Саха-Якутия закупила мобильные передвижные медицинские комплексы на базе КАМАЗ для оказания медицинской помощи. Выделение такого мобильного медицинского комплекса нашему району позволило бы охватить все наши дальние ночлега, оказывая качественную и доступную медицинскую помощь населению. И у нас вопрос, когда планируется выделение такого мобильного медицинского комплекса Верхоянскому району? Надеемся на положительное решение нашего вопроса. Спасибо за внимание.
Спасибо, Екатерина, спасибо за вопрос. Ольга Спасибо большое, Екатерина, за вопрос. Действительно, вы знаете, что, наверное, один из проблемных вопросов, которые всегда ставили жители нашей республики, это доступность оказания первичной медико-санитарной помощи. Поэтому в прошлом году было принято решение в рамках программы модернизации 14 мобильных передвижных комплексов. Договор был заключен, 11 из которых за счет федерального бюджета, 3 за счет бюджета республики. И сейчас Лена Николаевна, как министр, уже доложит, какая у нас ситуация по Верхоянскому улусу. Действительно, это район, в котором сегодня при новой больнице, центральные районы, необходимо усилять и звено оказания помощи в труднодоступных населенных пунктах. Лена Николаевна. Добрый день, Екатерина. Да, действительно, как сказала Ольга Валерьевна, это очень необходимое оборудование. И вообще это, собственно, мы называем ФАП на колесах, потому что именно он позволяет в труднодоступных, малонаселенных пунктах проводить обследование населения. В этом году закуплено и будет доставлено в Верхоянский район такой же КАМАЗ, мобильный передвижной медицинский комплекс. И вообще хочу сказать, еще в Ленский район и Усьмайский район тоже будет доставлен такой же медицинский передвижной мобильный комплекс. Спасибо, Лена Николаевна. Мы готовы дальше работать с нашим колл-центром. Мы напоминаем, что работаем в прямом эфире. И следующий звонок в студию. Говорите, вы в эфире. Алло. Алло. Меня зовут Саина, и у меня такой вопрос. Я вот беременна первым ребенком, и какие выплаты я должна получить после рождения первого ребенка? Спасибо, Ирина. Вопрос? Да, пожалуйста. Конечно же, мы не раз говорили о том комплексе мер, которые сегодня есть. Есть меры федеральные, есть меры региональные. Но, как правило, людей волнует, сколько это будет и в каком порядке. Поэтому Елена Александровна относительно первых детей сейчас, безусловно, даст полную информацию. Елена Александровна. Спасибо, Саина, за вопрос. Действительно, реализуется целый комплекс мер за счет федерального и регионального бюджетов. И, конечно, наши будущие мамы, да, значит, сегодня интересуются этим вопросом, это правильно. Значит, каждая мама у нас имеет право на пособие по беременности и родам. Это единовременные пособия при рождении ребенка, которые у нас сегодня выплачиваются за счет фонда социального страхования. Это, конечно, пособие по уходу до 1,5 лет. Что касается единовременных выплат, значит, необходимо отметить, что главой государства принято решение, значит, для детей, которые уже рождены после 1 января 2020 года, для первенцев именно сегодня также, значит, предусматривается федеральный материнский капитал. Его размер составляет порядка 480 тысяч рублей. И, соответственно, через пенсионный фонд он оформляется при рождении первого ребенка. Что касается выплат, которые осуществляются через наше ведомство, через органы социальной защиты, то при рождении первого ребенка также будут выплачены, соответственно, единовременное пособие в размере 2 прожиточных минимумов, а сегодня это уже размер порядка около 40 тысяч рублей, а если эта семья молодая, то еще около 7800 рублей также будет дополнительно на приобретение одежды детского ассортимента, также предоставлено такой семье при рождении первого ребенка. Ну и, конечно, в этом году, если... Как я уже сказала ранее, все рожденные дети в течение 2022 года, конечно, будут иметь право на целевой капитал «Дети столетия», размер которого составит 100 тысяч рублей. Ну и кроме единовременных выплат, которые, безусловно, направлены на достаточно такие капиталоемкие расходы, можно расходовать это и на обеспечение жильем, это и в части наших региональных выплат, это, возможно, какие-то другие более капиталоемкие направления. Конечно, предусматриваются, кроме этого, и ежемесячные выплаты, которые позволяют поддержать доходы семьи. В частности, при рождении первого ребенка до 3 лет семья имеет право на ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума. А он у нас уже почти 20 тысяч рублей.
в среднем по республике, и, соответственно, семья значит, с доходами не выше, чем 2 прожиточных минимума на каждого члена семьи, это достаточно высокая планка, имеет право претендовать на такие выплаты. Пожалуйста, обращайтесь при рождении ребенка. Часть из них будет, как я уже сказала, назначена в проактивном режиме, часть из них нужно будет подать уже заявление на государственный портал государственных услуг. Спасибо, Елена Александровна. Напоминаю, что в прямом эфире сегодня отчет правительства республики за 2021 год. Сегодня отчитывается социальный блок под руководством зампреда правительства Ольги Валерьевны Балабкиной. И мы готовы принять в студию и ответить на следующий вопрос, подготовленный специалистами, принят специалистами нашего колл-центра. Говорите, вы в эфире. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, меня зовут Евгений Иванов, я студент ИСКТ. У меня такой вопрос. Я в летнее время хочу работать в стройотрядах. Как вступить в ряды студенческих отрядов? Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, Дмитрий, спасибо огромное. Конечно, мы рады всем, кто приходит и проявляет инициативу по вступлению в студенческую отряду. Правительство есть под руководством председателя правительства очень четкая идеология работы в студенческих строительных отрядах. Это прежде всего не просто временная занятость, это целая концепция жизни, это философия жизни работать в студенческом отряде. Поэтому каков порядок, сейчас министр, естественно, расскажет. Петр Витальевич. Спасибо за вопрос. Конечно же, в этом году у нас грандиозные планы по принятию в студенческие отряды. Арсением Сергеевичем была поставлена задача, чтобы одномоментно у нас работало порядка 2500 бойцов. В каждом, если по вступлению говорить, то в каждом учебном заведении почти у нас, да, в больших, крупных, действует студенческий штаб. Вы можете напрямую туда обратиться и изъявить желание по вступлению. Сразу будет назначено обучение. У нас обучение бойцов студенческих отрядов, оно бесплатное. В этом году планируем, чтобы наши бойцы работали в промышленных организациях нашей республики. Будем стараться отправлять всех своих ребят в промышленные организации, а также в районы для того, чтобы развивать родную республику. Дополнительно есть возможность обращения в директ Инстаграма студенческих отрядов, где вам обязательно ответят, проконсультируют и, конечно же, свяжут с тем человеком, который будет оформлять ваши документы и проконсультирует в полной мере. Хотелось бы отметить, что наши бойцы в течение трудового сезона в прошлом году зарабатывали от 30 до 60 тысяч рублей. В этом году надеемся, что с привлечением промышленных организаций у нас эта планка возрастет, и в новом учебном году наши бойцы уже будут с таким большим, определенными запасами приступят к обучению и, думаю, принесут пользу своей республике в том числе. Спасибо. Спасибо, Петр. И мы готовы услышать следующий вопрос, который поступил к нам в студию. Говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Меня зовут Лидия, да, и получается, я являюсь мамой многодетной семьи, в данное время не работаю. Услышала, что у нас есть социальный контракт. Хотелось бы поподробнее узнать про контракт. Социальный контракт. Социальный контракт, да. Спасибо, спасибо за вопрос. Да, действительно, программа по социальному контракту реализуется в Республике Саха-Якутия не первый год. Что касается 2021 года, то сумма была увеличена, в том числе и за счет того, что данный вид помощи, он является достаточно востребованный. Мы уже не раз и информационно разъясняли, каков порядок работы социальных контрактов, но я думаю, что сейчас Елена Александровна очень четко скажет, куда нужно Лидии обратиться, и, соответственно, в целом дать информацию, на что можно и для чего нужен социальный контракт, что он нам дает. Спасибо, Лидии, за вопрос. Действительно, это очень востребованная и действительно не первый год мера поддержки. И в 2021 году, как уже ранее было сказано, более 5000 семей воспользовались такой государственной социальной помощью. У нас в 2021 году было введено новое направление в рамках социальной помощи на основании социального контракта – это поиск работы. То есть сегодня можно
значит, в рамках этого направления, да, можно получить поддержку на переобучение, обучение, на стажировку, да, это дополнительная материальная помощь человеку, который, значит, достаточно какое-то определенное время ищет работу. Значит, соответственно, пожалуйста, обращайтесь в Управление социальной защиты. Кроме поиска работы, это традиционно, значит, социальный контракт может быть направлен на содействие в организации собственного дела, это личное подсобное хозяйство. Ну и, конечно, есть у нас обращение на социальный контракт в связи с трудной жизненной ситуацией. Что касается личного подсобного хозяйства, то хочу отметить, что в соответствии с поручением главы в этом году его размер будет увеличен в 2 раза, и уже в этом году можно будет до 200 тысяч рублей направить именно на эти цели. Очень хорошее направление, которое помогает людям, да, реализовать свой трудовой потенциал. Если вы хотите сегодня воспользоваться социальным контрактом, пожалуйста, обращайтесь в Управление социальной защиты, а также в органы местного самоуправления по месту жительства, и вас в обязательном порядке проконсультируют. Будет просмотрено ваше заявление, и уже при, так скажем, значит, принятии решения будет сформирована программа индивидуальная, в рамках которой вы сможете воспользоваться этими средствами. Спасибо. Спасибо большое. Мы готовы принять следующий звонок, который поступает в наш колл-центр. Напоминаем, мы работаем в прямом эфире, и жители республики могут задавать свои вопросы в адрес руководства социального блока по телефону 320111. И следующий вопрос, говорите, в эфире. Здравствуйте, меня зовут Дана Михайлова. Я хотела спросить, я потеряла свое свидетельство о рождении. Но мне тут немножко сложно. Я родилась в Санкт-Петербурге, временно живу в Москве, а прописка у меня в Якутске. Где я могу получить повторное свидетельство о рождении? Спасибо. Спасибо, видимо, да, большая проблема. Спасибо большое, Дан, за вопрос. Вот Тамара Николаевна здесь присутствует. Ну, во-первых, я сразу прошу связаться с человеком, есть его данные, и, соответственно, объяснить порядок. Ну, и еще раз для всех граждан, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Но, как я уже говорила выше, теперь все записи актов гражданского состояния находятся в едином государственном реестре Российской Федерации. Поэтому независимо, где вы находитесь, где вы родились, можете обратиться в любой орган ЗАГС. Если вы, в вашем конкретном случае, если вы находитесь в городе Якутске, можете обратиться в архив управления ЗАГС по адресу Амосова, 8. И в соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации можете оплачивать госпошлину в сумме в размере 350 рублей. А если подадите заявление по государственному муниципальному порталу, то будет скидка 30%, и сумма составит 245 рублей. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо, Тамара Николаевна. Мы слушаем следующий вопрос, который задают жители, и, как показал предыдущий вопрос, не только, получается, фактически жители нашей республики. Спасибо автору предыдущего вопроса. Следующий вопрос. Говорите в эфире. Алло. Алло. Говорите. Алло, говорите. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Это жители города Якутска беспокоит вас, Кюльня Сидельникова меня зовут. И вот, читая газеты, социальные сети, вижу, что молодежь во время пандемии думает лишь о развлечениях, не заботясь о здоровье других, да, являясь переносчиком болезней. Ведь сейчас очень много больных и очень тяжело нашим врачам, медикам. И вопрос у меня такой. Помогает ли каким-то образом молодежь в борьбе против коронавирусной инфекции? Спасибо за внимание. Спасибо, Кюнель, да, разделяю, скажем, часть вашего возмущения, как обозреватель. Ответ. Так, Кюнель Александровна, ну и Дмитрий, да, тут вопросы сразу. Я думаю, что мы вот с Петром достаточно хорошо среагировали на этот вопрос, да. Я благодарна той молодежи, которая сегодня приходит работать волонтером.
Они приходят волонтерами независимо от того, что их кто-то заставляет. Поэтому, да, безусловно, как бы сегодня есть те, кто помогает. Ну а Петр расскажет, как стать волонтером и вообще, что они делают. Петр Витальевич. Спасибо за вопрос. На самом деле немножко удивительно слышать вот такой вопрос. В связи с пандемией у нас мероприятия проходят в режиме ВКС, это во-первых. Да, во-вторых, только с 2020 года у нас с нашими волонтерами было сделано порядка более 60 тысяч заявок. Это помощь маломобильным гражданам, предоставление определенных, привезти еду, какие-то лекарства, даже помощь в выносе мусора у нас производят наши волонтеры. Также наши волонтеры работают в медицинских учреждениях, термометрия, заполнение документов. Это те вот элементарные действия, которые в конце концов освобождают наших врачей от этой рутинной работы. И наши врачи в течение дня обслуживают и смотрят больше людей вот с определенными проблемами здоровья. Также колл-центр, конечно же. Там у нас фактически половина, можно так сказать, сидит ребят и обслуживает наших людей, которые туда выходят. И на самом деле волонтерский центр работает очень по большому широкому кругу. И хотелось бы сразу, пользуясь случаем, поблагодарить всех наших волонтеров. Их на сегодняшний день порядка 67 тысяч человек, которые хотя бы раз принимали участие в волонтерских акциях и были волонтером хотя бы один день. Мы их обучаем, мы их полностью оснащаем СИЗами. Волонтером может стать человек, который имеет вакцинацию от 18 лет до 50 лет. И на все ваши вопросы, и можно стать волонтером, вы можете обратиться в Доброштаб, Доброцентр, да, вот по Инстаграму, и задать вот интересующий вас вопрос, и, конечно же, вас примут, ответят, и вы можете стать, начиная вот обычным человеком, обычным волонтером, который сидит у телефона, или даже если у вас есть личный транспорт, автотранспорт, вы можете стать автоволонтером. Спасибо. Спасибо, Петр Витальевич. И мы готовы принять следующий звонок в нашу студию. Говорите в эфире. Алло? Алло, говорите. Добрый день. Марфа Дмитриева, председатель Совета женских организаций Амгинского улуса. У меня такой вопрос. Не слышу. Для реализации мы не слышим в студии. Еще раз, прошу, повторите, пожалуйста. Мы прослушали первую часть вашего обращения. Говорите, слышно? Добрый день. Марфа Дмитриева, председатель Совета женской организации Амгинского улуса. У меня такой вопрос. Для реализации социальных проектов какие поддержки оказывается Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям? Ну, я думаю, что в данной ситуации Петр, наверное, продолжит, да, непосредственно свои ответы на вопросы про грантовую поддержку, которая у нас сегодня как увеличивается в объеме, так и в социальной значимости. Ну, а я со своей стороны хочу поблагодарить всех тех, кто участвовал из грантовиков в эти 2 года, и 2020, и 2021 год, именно в реализации общественно значимых проектов. Ну и, конечно же, достаточно активный ресурсный центр, в том числе Амгинского улуса. Это лучший ресурсный центр. Пожалуйста, Петр. Да, действительно. Вот по линии грантовой поддержки общественным организациям у нас организуется очень большая поддержка. Хочется отметить то, что в прошлом году из 80 победителей в грантовых конкурсах 43 победителя это с районов. Это говорит о том, что в районах у нас очень хорошо идет вот это направление именно по общественным организациям. 103 миллиона было разыграно в прошлом году. Половина из этой суммы это софинансирование федеральное, это привлечение Министерства молодежи, а также нашими общественными организациями этих денег. На самом деле не только в республике есть грантовая поддержка, но и на территории Российской Федерации. И, конечно же, это влияет очень хорошо на всю республику, потому что эти деньги тратятся непосредственно на этой территории.
Хотелось бы отметить то, что если у вас какие-то вопросы есть, можете, конечно же, обратиться в ресурсные центры, которые мы открываем, которые мы поддерживаем непосредственно в районах, а также есть единый ресурсный центр. Обратившись на их портал, вы можете получить всю консультацию, которая есть на сегодняшний день. Спасибо. Спасибо, Петр Витальевич. Мы готовы принять следующий звонок в студию. Говорите. Добрый день. Меня зовут Альберт, я родом из Среднеколымска. Когда все-таки решится вопрос с поставкой компьютерного томографа для Среднеколымского района? Спасибо. Спасибо большое, Альберт Петрович, за ваш вопрос. Необходимо обратить внимание, что по новым стандартам обеспечения медицинских организаций первичного звена под наименованием Центральной районной больницы компьютерная томография будет являться обязательным элементом для всех. Это изменение произошло в конце прошлого года. Что касается, поэтому с учетом того, что нами уже сделаны и поставки осуществлены в ряд районов, и все новые больницы будут уже строиться с компьютерными томографами, те больницы, которые центральные районы у нас не оснащены, соответственно, они по плану тоже получат оснащение, а по конкретному району, конечно же, ответит министр. Конкретика в адрес Среднеколымского, получается, да? Да, конечно. Среднеколымского. Пожалуйста, Лена Николаевна. Лена Николаевна. Добрый день, Альберт. Вопрос по приобретению компьютерного томографа для Среднеколымского района, он решен. В этом году в рамках нормированного страхового запаса, то есть это деньги ОМС, будет закуплен компьютерный томограф. В настоящий момент идет подготовка помещения для этого, потому что одно дело закупить томограф, надо обязательно подготовить помещение, есть определенные условия. И сейчас Среднеколымская центральная районная больница занимается подготовкой помещения. И, конечно же, нужно подготовить специалиста. Это тоже, в общем-то, на сегодняшний день в работе. Так что Средняя Колыма в этом году получит компьютерный томограф. Спасибо, Лена Николаевна. Мы немножко даже перебираем наше эфирное время, поэтому хотел бы обратиться в адрес своего коллеги Любови Гоголевой, которая работает в нашем колл-центре. По качеству и по количеству вопросов, Люба, какая информация? Да, Дмитрий, вопросы все еще продолжают поступать. Мы подвели предварительный итог. К нам поступило 80 вопросов, в основном по темам здравоохранения и социальной защиты, молодежной политики. Очень много благодарностей в адрес врачей, реабилитационного центра, волонтерам. Судя по предложениям и поступающим вопросам, работу правительства по социальному блоку жители республики оценивают высоко. Напоминаем, на те вопросы, которые не были озвучены в эфире, поступят ответы от министерств и ведомств. Дмитрий? Спасибо, Люба. Я более чем согласен со своим коллегой, что вся та статистика обращений граждан во время нашего прямого эфира, она будет соответствующим образом, по регламенту все ответы получат. Так ли это, да? Да, действительно, это так. Более того, сейчас находятся наши коллеги, сегодня в субботний день также все работают, начиная от главных врачей до руководителей социальных учреждений, министров и заместителей министров, все находятся в студии. И вот, наблюдая, я вижу, что многие из них поднимают трубку, а значит, сразу оперативно решают те вопросы, которые ставят жителями. Формат работы отчета правительства, он такой и остался. Это главное, особенно для социальной сферы, быть услышанным и сразу решить проблемы людей. Ну, сегодня у нас начался Новый год, 2022, новые задачи стоят. Мы отмечаем 100-летие республики, и поэтому, конечно, свои главные цели и задачи определяем и связываем также с нуждами и потребностями отдельно взятого человека, жителя нашей республики, каждого, кто живет на территории. И сегодня среди задач, которые поставил глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев перед парламентом республики, перед правительством республики и озвучил, стоят прежде всего задачи по сохранению здоровья граждан. Это главное, потому что этим мы продлим и продолжительность жизни. Этим мы поднимем демографическую политику.
И, конечно же, среди точечных задач следующего года это как работа на качество, так и работа по реабилитации, связанной в том числе с осложнениями от новой коронавирусной инфекции. Также поставлена задача работы в области поддержки многодетных семей. Вот сегодня мы уже даже по отчету видим, что количество вопросов по социальной поддержке многодетных семей, оно уменьшается, потому что понятны и четкие позиции. Стоит также задача вопроса увеличения социальной помощи по социальным контрактам. Конечно же, программа модернизации первичного звена будет продолжаться. И мы мечтаем очень сильно все вместе, чтобы в этом году у нас родился и появился, вообще в целом республика достигла миллионного жителя. И это только небольшая часть намеченных планов. И я думаю, что прежде всего они все основываются на тех позициях, о которых говорят сегодня граждане республики. Социальная сфера слышит каждого гражданина. Я со своей стороны, как обыватель, как обычный гражданин, хочу поблагодарить всех руководителей здравоохранения, не только руководителей, всех работников первичного звена, всех работников здравоохранения, которые в эти трудные годы, в том числе и минувший год, встали на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Я вас лично благодарю за мужество, проявленное в организации работы с этой напастью, которая многих наших граждан коснулась, да, коснулась многих семей, многие потеряли близких. И этот момент, он не может пройти незамеченным. Поэтому от своего имени, от имени жителей республики я приношу огромную благодарность всем работникам здравоохранения. И спасибо большое. Я понимаю, что интерес к работе социального блока правительства под руководством зампреда правительства Ольги Валерьевны Балабкиной, он всегда будет большой, всегда будет вызывать большой интерес, потому что это напрямую касается каждого из нас. Спасибо, дорогие якутяне, что проявили живой интерес к отчету правительства за минувший год. Завтра в это же время вы увидите отчет правительства с участием заместителя председателя правительства Сергея Васильевича Местникова с представителями отраслевых министерств и ведомств. Поэтому, несмотря на ранний час, спасибо за организацию очень качественную. Я вижу по линии ВКС, сколько руководителей структурных подразделений ваших ведомств сидят на связи, да? За организацию всей налаженной работы тоже огромное спасибо. Увидимся в следующих выпусках. Мы смотрим отчеты правительства республики за 2021 год. До встречи в эфире. В этом году исполняется 20 лет установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Корея, 15 лет подписания соглашения между правительством Республики Саха-Якутия и правительством Кореи об экономическом сотрудничестве в Республике Саха-Якутия от 27 февраля 1995 года. Корея – страна утренней свежести, страна, удачно сочетающая национальное и современное в культуре, архитектуре, общественной жизни. И одна из самых интенсивно развивающихся экономик мира. Южная Корея занимает около 100 тысяч квадратных километров, или 45% всей территории Кореи, южную часть Корейского полуострова. 70% ее территории занимают горы. Это одна из наиболее гористых регионов мира. Население Южной Кореи 48 миллионов человек. Одна из самых высоких